Нет света, нет воды, дома подтоплены. Неизвестно, что будет дальше. Количество жертв увеличилось. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. Десяткам жилых домов в Душанбе был нанесен ущерб в результате проливных дождей и наводнения. Во многих микрорайонах столицы с воскресенья нет воды. Жители жалуются, что власти не торопятся решать их проблемы. По их словам, у них нет ни сил, ни средств, и поэтому они ждут помощи властей. Более 30 домов было подтоплено в Душанбе, в Махале, Ходжамбио и Пайон. По словам одной из жительниц этой Махали, Гулсары Федоевой, весь двор и 3 дома полностью забиты селевой массой. В кухне и подвале полно воды. Все продукты питания пропали, все ковры и курпачашки больше непригодны для использования. Нет больше жилья, в котором можно жить. Эту ночь я провела в доме у соседей. Еще больше усугубила ситуацию отсутствие воды и электричества. Малика Шоева, другая жительница этой Махали, говорит, что когда вода стала затапливать их дом, ее семья спала. По ее словам, они проснулись, сумели выбраться из затопленного дома и отправили детей к родственникам, но сама она осталась рядом с домом, пережидая непогоду на улице. У нас нет ни света, ни воды. Вчера ночью еще отключили электричество и воду. Не знаю, может, председатель района подъедет. Сходила к председателю Махали, сказала: «Идемте ко мне, посмотрите, в каком состоянии мой дом. Что мне делать с 4 дочерьми? Муж с сыном в России на заработках», говорит Малика. Вечером в воскресенье во многих регионах Таджикистана прошли ливни и сели. В городе Душанбе после ураганного ветра и проливного дождя на несколько часов отключилось электричество. Власти говорят, что на местах стихийных бедствий работают комиссии по чрезвычайным ситуациям, которые определяют размер ущерба. В самом Душанбе жертвы не зафиксировано. Глава Махали Шафак столичного района Самани Исламидин Адинаев в беседе сказал, что почти вся вода, которая хлынула с ближайших холмов, затопила дома жителей. Такое случается здесь каждые несколько лет. Однако в этом году сель нанес слишком большой ущерб. Сейчас водоканал решает проблему с обеспечением населения водой. Наблюдения журналистов в столице свидетельствуют о том, что работы по ликвидации последствий стихии еще продолжаются, а большая часть работ выполняется вручную работниками коммунальных служб и местных жителей. Житель Махали Шафак Шарахим Хатамов сказал, что ждет помощи хукумата, потому что у него нет возможности вручную очистить территорию вокруг дома и внутренний двор от воды и глины. Был час ночи, когда приехали сотрудники комитета по чрезвычайным ситуациям с каким-то оборудованием. Они немного выкачали воды, сказали, что больше не в силах что-то сделать, и уехали. А внутри дома-то все в глине. Во многих микрорайонах Душанбе с воскресенья нет питьевой воды. Некоторые детские сады попросили родителей оставить детей дома из-за отсутствия воды. Немного спасают ситуацию водовозы, но жители многоэтажных домов обеспокоены тем, что отсутствие воды может спровоцировать вспышку инфекционных заболеваний. Данная ситуация вызвала беспокойство среди пользователей социальных сетей. Кираншох Шарифзада, преподаватель университета и житель столичного микрорайона Заравшон, написал: «Столичные коммунальные службы не справляются, и не нужно в этом винить стихийное бедствие. В столице страны в течение суток не могут ликвидировать последствия стихии и обеспечить подачу питьевой воды жителям. Это разве нормально?» 27 августа проливные дожди стали причиной исхода селей, камнепадов и оползней в нескольких городах и районах страны. По официальным данным, в результате стихийного бедствия погибли уже 17 человек. Повреждены десятки домов и автотранспортных средств. Не исключено, что число жертв может быть больше, поскольку работы по ликвидации последствий стихии продолжаются. Как вам такая ситуация? И как вы думаете, знали властей, что до сих пор не могут очистить дома местных жителей и обеспечить их всем необходимым? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.